Урок номер 47. Будь природе другом. Вы научитесь слушать, читать и понимать текст, пересказывать по вопросному плану, создавать высказывания по схеме, находить в тексте слова-числа, писать слова с помощью орфографического словарика. Упражнение 1. Отгадайте загадку. Я житель древний и степной, всегда свой дом ношу с собой. Мой дом надежная броня, от разных бед хранит меня. И, конечно, вы догадались, здесь и картинка стоит, и перевернутый ответ стоит. Это черепаха, тасбака. Упражнение 2. Прочитайте отрывок из рассказа Эдуарда Мацкевича. Определите тему и основную мысль. Пещера черной торопыги. Борька с братом приехал на скалы Тамгалы-Тас. Они нашли в пещере черепаху. На панцире у нее были черные пятнышки и длинная черная полоса. Черепаху привезли домой и назвали торопыгой. Черепаху положили в коробку из-под обуви. Дали ей свежего клевера, желтых одуванчиков, налили воды и поставили рядом. Торопыга ничего не ела ни в первый день, ни во второй, ни на 7-й день. 2 раза ее теряли, она пряталась в темных углах квартиры. За месяц торопыга сильно похудела. Она медленно ходила по комнатам и царапала стены. Черепаха принимала их за родные скалы. Через месяц Борька решил отвезти торопыгу назад, в Тамгалы-Тас. Когда мальчик опустил черепаху на землю, она замерла, подняла вверх голову и быстро-быстро засеменила в сторону своей пещеры. Всякому живому существу хорошо только у себя дома. Чтобы вам было понятно, переведем на казахский язык. Борька ағасымен бірге Тамғалы-Тас жартастарына келді. Олар үңгірден тасбақа тауып алды. Оның сауытында қара дақтар мен ұзын қара жолақ бар еді. Тасбақаны үйге алып келді. Торопыга деп атады. Тасбақаны аяқ киім қорабына салды. Оған жаға жиналған жоңышқа мен сары бақ берді. Жанына су құйып қойды. Бірақ торопыга бірінші күні де, екінші күні де, 7-ші күні де ештеңе жемеді. Оны 2 рет жоғалтып алды. Ол пәтердің қараңғы бұрыштарына тығылып қалатын. 1 айдың ішінде торопыга қатты арықтап кетті. Ол бөлмелерді баяу аралап, қабырғаларды тырналап жүрді. Тасбақа оларды өзіне таныс жартастар деп ойлайтын. 1 айдан кейін Борька торопыганы қайтадан Тамғалы-Тасқа апаруға шешім қабылдады. Бала тасбақаны жерге қойған кезде ол сәл кідіріп, басын көтерді де өзінің үңгіріне қарай тез-тез жорғалап кетті. Әрбір тірі жанға өз үйінде ғана жақсы. Упражнение 2. Тема «Любовь к родному дому». Возвращение животного в естественную среду обитания. Основная мысль. Каждому живому существу хорошо только у себя дома. Нельзя лишать животных их природной среды, потому что вдали от родного места им плохо. Упражнение 3. Перескажите текст по данному началу и по вопросному плану. Ребята, вы знаете историю о черепахе-торопыге? Я прочитал о ней в рассказе Эдуарда Мацкевича. Послушайте ее. И дальше, отвечая на вопросы, делаем пересказ. Однажды Борька с братом приехали на скалы Тамгалы-Тас. Гуляя среди скал, они нашли в пещере черепаху. На ее панцире были черные пятнышки и длинная черная полоса. Братья привезли черепаху домой и назвали ее торопыгой. Они положили ее в коробку из-под обуви, дали свежего клевера и желтых одуванчиков, поставили в воду, но торопыга ничего не ела.
Прошел месяц, черепаха сильно похудела, медленно ходила по комнатам и царапала стены. Тогда Борька понял, что ей плохо вдали от дома. Он решил отвезти Торопыгу назад в Тамгалы таз. Когда мальчик опустил черепаху на землю, она замерла, подняла голову, а потом быстро-быстро засеменила к своей пещере. Борька понял, всякому живому существу хорошо только у себя дома. Упражнение 4. Послушайте отрывок из стихотворения Кайрата Жумагалиева «Что сказал дедушка внуку?» Ежик. Однажды я перед зимой в степи поймал ежа и притащил его домой, от радости дрожа. Но обратился вдруг мой дед ко мне с таким вопросом: «Ты что ж, думаешь, ежа всю зиму в комнате держать? Тебе пора, мой милый, знать, что всюду, в целом мире, ежи должны зимою спать в норе, а не в квартире». В отрывке из стихотворения Кайрата Жумагалиева «Ежик» дедушка сказал внуку, что нельзя держать ежа зимой в комнате. Он объяснил мальчику, что ежи должны зимовать в своей норе, а не в квартире. Дедушка хотел, чтобы внук понял, диким животным лучше жить в естественных условиях, так, как им положено природой. Упражнение 4. Что общего между рассказом задания номер 2 и стихотворением задания номер 4? Какая основная мысль их объединяет? Постройте высказывание по схеме. Я думаю, что рассказ и стихотворение учат нас бережно относиться к животным, потому что в неволе им плохо и непривычно. Поэтому животных нельзя забирать из их среды обитания. По моему мнению, дикие животные не должны жить в квартире, так как им нужны природные условия для жизни. Следовательно, каждому живому существу лучше жить у себя дома. Упражнение 6. Найдите слова в орфографическом словарике. Напишите в тетради правильно, проверьте работу одноклассники. Сөздікке қараймыз, кітаптың соңындағы сөздерді тексереміз, дұрыс жазып шығамыз. Солнце О, золото О, апрель А, весенний 2Н, заморозки О, пещера Е, черепаха Е, насекомые А. И подведем итоги урока. Я узнала, что диким животным лучше жить в своей природной среде. Я научилась правильно писать словарные слова и пересказывать текст по плану.